Добрый вечер, 22:00, время новостей на АТР. Вы смотрите «Заман», 6 февраля, 1440 день аннексии Крыма. В студии Скандер Меметов. Оккупационные силовики в Джанкое избили сына члена ревизионной комиссии Курултая крымско-татарского народа Римзи Муратова Фахри. Как сообщила мать Фахри Муратова, оккупанты в форме ОМОН и балаклавах остановили машину сына, не предъявили никаких документов, сильно побили парня, спустя 3 минуты бросили его у машины и уехали в неизвестном направлении. Сам Муратов сообщил, что нападающих было 4, родители вызвали полицию, Фахри Муратов дал показания. Когда вот ехал обратно, получается, обогнала его одна машина, подрезает, он убирает в сторону, машина заглохла, сзади, получается, подбирает его еще одна машина. Эта машина гражданская была, без каких-либо, да, номеров. Не синие номера были. Номера толком ничего не успел понять, потому что резко остановили, сразу вытащили из машины, к ним начали пинать. Видя, что происходит в Крыму, я думаю, это дело как запугивание идет, что мы все крымские татары, это не первый случай. Ну вот в чем я хочу сказать, что его положили как не как бандита, а как вот именно органы. Положили, пинули, чтобы ноги раскрыть, такое, а что они были в масках, не опознали, не могу сказать, что именно что это органы, что это милиция. Вот это. Прийти и покаяться предложила прокуратура Автономной Республики Крым Сергею Аксенову. Главу оккупационного крымского правительства ждут в Киеве на допросе, а затем и в суде. Готовы оплатить проезд и обеспечить крышу над головой. Об этом сообщил заместитель прокурора Крыма Александр Удовиченко. Это заявление стало реакцией на то, что глава российской администрации Крыма работу прокуратуры Автономной Республики Крым назвал виртуальной. Аксенова обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и призывы к насильственному свержению конституционного строя. Прокуратура Крима надасть Сергію Аксенову реальну можливість висловитися в ході та довести свою позицію в ході допитів, на які він очікується та запрошується. Нагадуємо, що співпраця зі слідством може в подальшому бути використана як можливо пом'якшуюча обставина при ухваленні вироку за ті злочини, в яких підозрюється названа мною особа. В подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма рассмотрели 3 апелляции по так называемому делу об одиночных пикетах. Рассмотрение ходатайства крымчанина Мемета Люманова перенесли на 20 февраля. Что касается других 2 участников одиночных пикетов, Айдара Ибрагимова и Люмана Бавбекова, апелляцию отклонили. Так называемый суд оставил решение судов первой инстанции в силе. Штраф 10 000 рублей. В прошлом году, 14 октября, более сотни крымских татар вышли на одиночные пикеты с лозунгами «Крымские татары не террористы». Оккупанты квалифицировали эту акцию как несанкционированное массовое собрание и оштрафовали более 80 ее участников на общую сумму более 1 000 000 рублей. На суде первой инстанции эта ошибка была выявлена, была предъявлена суду, но суд первой инстанции почему-то проигнорировал. На судебном процессе выявилось, что данный административный протокол был составлен без моего присутствия. Нарушение было выявлено, и для разбирательства дело было отложено на 20 число, 10 часов. По накатанной шлются просто дела на каждого. Ни на что не смотрят, не рассматриваются дело, не читают, они не знают вообще, что происходит. Есть задача. Задача наказать народ. Оправдать и закрыть дело за отсутствием состава преступления. Такой вердикт по Фере Абдулаевой вынес подконтрольный Кремлю железнодорожный райсуд Симферополя. Жене фигуранта симферопольского дела о так называемом терроризме Узейра Абдулаева приписали неповиновение судебным приставам. В прошлом году, 8 декабря, во время заседания по делу ее мужа, женщина пыталась попасть на суд. Ее не пустили, задержали и составили админпротокол. Ей грозил штраф. Защита Абдулаевой неоднократно требовала продемонстрировать видеозапись, но приставы заявили, она хранится лишь 10 дней, потом уничтожается. Просили за отсутствием состава правонарушения, но это, скорее всего, исключение, чем норма для российских судов, для судов, которые проходят в Крыму. И на сегодняшний день в застенках продолжает оставаться муж Феры, Узейр Абдулаев. В отношении него ведется политически мотивированное уголовное преследование. Судья все-таки не нашла состава преступления. На прошлом судебном заседании пристав, который составил на меня протокол, он даже не постеснялся высказать, сказав, что
крымские татары, приходя на суды, ведут себя агрессивно. Это не просто вот на меня, да, было заведено дело, это было уже дело на весь мой народ. Украина должна не открывать избирательные участки на своей территории для голосования на выборах президента России 18 марта. Так считает заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Эльми Умеров. По его мнению, официальный Киев не должен признавать легитимность этих выборов из-за аннексии Крыма России. Крым считается Украиной, поэтому выборы по всей России будут считаться недействительными. То есть выборы Путина будут считаться недействительными. Два государства находятся в состоянии войны. Как ни крути, это на самом деле война. И поэтому проводить выборы Российской Федерации на территории Украины аморально и нецелесообразно. Тем временем на оккупированном полуострове не прекращают призывать крымских татар голосовать за Путина на выборах президента России. Крымско-татарские коллаборанты проводят встречи с крымчанами, обещают очередные улучшения, просят голосовать и агитировать за действующего президента. Собираются в частности в мечетях, школах и на рынках. Среди главных агитаторов – бывшие представители Меджлиса, сейчас же оккупационные чиновники Ремзи Ильясов и Эскендер Белялов. А выборы президента России назначены на 18 марта, на 4-ю годовщину так называемого присоединения Крыма к России. Я уверен, что крымские татары не повлияют на результат выборов, но при этом им очень важно показать картину всему миру, что крымские татары поддерживают Путина. В мечетях проводится агитация. В частности, я даже могу назвать фамилию одного из людей, которые организовывают такую агитацию, это Эскендер Белялов. Подобная же агитация проводится на рынках, в общественных заведениях, но и в коммунальных учреждениях. Начальники интересуются у своих подчиненных, собираются ли они пойти на выборы, сколько взрослых людей в семье и если собираются, то куда. Мечеть рушить не будут, по крайней мере, пока не получат на это разрешение. Строители жалуются, что мечеть в Стрелковой не имеет официального статуса мечети. На территории нового жилого массива под названием «Крымская роза» подрядчики обещают построить новую мечеть. Но активисты, которые вышли на акцию протеста, обещаниям не верят и сетуют на оккупационную власть, хотя сами же ее поддерживали во время аннексии полуострова. Крымские татары из организации «Сибат» объявили голодовку и обратились к Путину за помощью. Пока реакции нет, поэтому доверие к оккупантам угасает не только у этих крымских татар, но и у местного казачества. Такая ситуация в данный момент в Крыму, что мы являемся неполноправными гражданами Российской Федерации, а мы являемся, такое впечатление, как будто мы колония. Мы все за царя-батюшку, за президента, за нашего. Он помазанник Божий. Мы за него здесь стоим, мы били здесь за него в 2014 году. На сегодняшний день местные власти просто нас ущемляют. Не только крымско-татарский народ. Все народности Крыма ущемляются на сегодняшний день. У нас такой народ, что терпит до последнего. Но только когда уже прорвет, то, поверьте мне, будет плохо всем. Вопреки заявлению обращения украинского парламента, польский президент все-таки подписал изменения в закон об Институте национальной памяти. Эти изменения вводят в том числе уголовную ответственность за пропаганду так называемой бандеровской идеологии. Это вызвало бурную реакцию в Верховной Раде. Аргументы украинских парламентариев слушала наша Елена Статюк. Первое заседание новой сессии Рада начинает с коллективного ответа Польши. Накануне польский парламент принял изменения в закон и ввел уголовную ответственность за отрицание так называемых преступлений украинских националистов и пропаганду бандеровской идеологии. За это может светить до 3 лет. Спикер Андрей Парубій говорит, это нож в спину воюющей стране. Сподіваюся, що польська сторона почує нас в той час, коли українські воїни захищають не тільки Україну, а весь вільний світ і Польщу в тому числі. Ми хочемо знати, що поруч з нами є надійні соратники и надійні побратимы. Польские законодательные изменения противоречат демократическим ценностям и стратегическому партнерству стран, говорится в заявлении. Депутаты призвали президента Анджея Дуду вернуть взвешенность в украинско-польские отношения. Цей закон є несумісний з демократичними цінностями, а також відкриває шлях до маніпуляцій і посилення антиукраїнських тенденцій в польському суспільстві. Сьогодні Україна переживає московську навалу,
І саме в цей момент в деяких польських політиків з'явилося нестримне бажання ятрити історичні рани і піднімати конфліктні історичні теми, роблячи це вкрай недоречний, хамський і зверхній спосіб. Украинские депутаты еще не разошлись, как новости из Польши. Дуда таки подписал документ, при этом подчеркнул, он важен для поляков, ведь связан с исторической памятью народа. Польский президент направил закон в Конституционный суд, чтобы тот оценил, не противоречит ли он статье о свободе высказываний. Это очень тяжелый закон, он болезненный для обеих сторон и поэтому вызвал немало дискуссий. Иногда очень эмоциональных дискуссий. И это очень важно, ведь это позволяет не забыть о преступлениях нацистов в годы Второй мировой войны, и чтобы такое больше никогда не повторилось. В Польше не может быть места для ксенофобии, ненависти на нацистской этнической почве и расовой дискриминации. И в первую очередь для антисемитизма, что и привело к Холокосту. Теперь, говорят депутаты, стоит сосредоточиться на защите прав украинцев в Польше, так как принятый документ может усилить антиукраинские настроения в соседней стране. Что касается дальнейших шагов, депутаты разошлись во мнениях. Можу сказати лише одне. Україна має, парламент має утворити робочу групу і почати працювати над проектами постанов і законодавчих актів, які визначать геноцид української нації, здійсненої поляками в ході операції «Вісла». Подивимося, що там вони роблять, будемо творити історію разом. Знаєте, не можна також провокуватися на реакцію «дурак сам дурак». Це 21 століття. Але не можна також дозволяти іншим націям зневажати в спосіб, який є сьогодні очевидним. Подписание Дудой закона только испортит украинско-польские отношения, считает глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Живемо зараз в дійсності, де цей закон буде вступати в дію. Безперечно, що він зіпсує польсько-українські стосунки, безперечно, що таке нехтування української реакції свідчить про те, що заяви про якесь стратегічне партнерство між Україною і Польщею є достатньо нещирими, принаймні, виконанні дуже багатьох політиків. Безперечно, що спроба зафіксувати якусь єдину політично правильну оцінку польсько-українському конфлікту. В Польше надеются на продолжение диалога с Украиной, говорят в Комитете по иностранным делам, и ожидают визит вице-премьер-министра Павла Розенко 16 февраля. Елена Статюк, Эльдар Исматов, Заман, АТР. Уничтожение уникального памятника истории крымско-татарского народа в Бахчисарае не прекращается. В соцсети попало около 2 десятков фотографий, свидетельствующих о разрушении ханского дворца. Их опубликовал участник крымско-татарского национального движения Эдем Дудаков. На фото разобранная и разбитая черепица ручной работы, которая не одно столетие укрывала ханский дворец. Разбитые, распиленные многовековые балки. Все это лежит просто на улице, без охраны. Как известно, власть оккупированного Крыма взялась за так называемую реставрацию уникального архитектурного памятника 16 столетия в конце прошлого года. Хотя на самом деле проводит обычную реконструкцию с заменой древних уникальных частей на современные. Поэтому ханский дворец уже не будет иметь той ценности исторической, культурной, аутентичной, как объект для ЮНЕСКО, и будет большой потерей для крымско-татарского народа. Потому что они вывезли черепицу, значит, они начинают укладывать испанскую черепицу, несмотря на то, что мы надеялись хотя бы спасти черепицу вот эту аутентичную кустарную ручной работы, но, по всей видимости, не получится. Ну, я так понимаю, бюджетные средства потрачены, поэтому они уже любой ценой будут проводить вот эту вот работу с испанской черепицей. А вот ничего там не сохраняется на ханском дворце в первозданном. Это будет новодел. Там только останутся стены. Все остальное будет новое. Илон Маск запускает ракету на Марс с личным автомобилем Tesla красного цвета. За рулем машины будет сидеть манекен, одетый в скафандр SpaceX, который компания пока официально не презентовала, но демонстрировала на фото. Из машины будет звучать песня Space Oddity Дэвида Боуи. Согласно плану, Flag on Heavy взлетит со стартовой площадки LS-39A, того самого, с которого к Луне отправился Аполлон-11 с Нилом Армстронгом, Баззом Олдрином и Майклом Коллинзом.
У Маска представили анимацию полета. Это все новости на сегодня. Мы будем следить за происходящим в Украине и мире и расскажем обо всем завтра в 8 утра в первом же выпуске «Заман». Будьте с нами.